второй студент в школе сегодня. Это сестра Майлз. И ее партнер сегодня сестра Вика Поланская. Тема ее диалога сегодня: почему истинные христиане не занимаются спиритизмом, даже ради развлечения. Ее ситуация — это мать рассуждает с ребенком. Что читаешь, дорогая? Книгу. Это очень хорошо. О чем эта книга? О людях. Можно. Она живет в маленьком городке с отцом. Ей нравится красивый мальчик. В конце концов, она узнает, что он принадлежит к семье зомби. Зомби? Кто дал тебе эту книгу? Мне одолжила одноклассница. Сейчас все ее читают, и учительница очень рада, что дети снова стали читать. Ну, конечно. Иегова. Прежде чем взять книгу или фильм, нужно спросить, как Иегова смотрит на это. Итак, кто такие зомби? Это люди, восставшие из мертвых. Я знаю, что мертвые люди не возвращаются к жизни. Это просто фантазия, и я читаю для развлечения. Хорошо. Но разве Иегова сказал, что нет ничего плохого, если это просто для развлечения? Давай прочитаем из стих Второзакония, глава 18, и стих 10 и 11. Второзаконие, глава 18, стих 10 и 11. Да. Никто у тебя не должен проводить своего сына или дочь через огонь, гадать, заниматься магией, высматривать приметы, колдовать, связывать других заклинаниями, обращаться к вызывающему духов, предсказывать будущее или спрашивать о чем-нибудь умершего. Какие дела тут написаны? Магия, обращение к умершим и предсказание будущего. Точно. Как Иегова относится к таким людям? Посмотрим, давай 8:12. Ведь все, кто делает это, мерзкие дела Иеговы, и за эти мерзости твой Бог. Иегова прогоняет их от тебя. Там сказано, что все, кто делает эти дела, плохие в глазах Иеговы. Я не хочу быть плохой в глазах Иеговы. Я знаю, дорогая, что не хочешь, я тоже не хочу. Почему же Иегова это так сильно ненавидит? Посмотрим 1 Коринфянам, глава 10 и стих 26b. 1 Коринфянам, глава 10, стих 26b. Да. Прочитай, пожалуйста. Я же не хочу, чтобы вы имели часть с демонами. Демоны не любят Иегову и тебя. Так что еще может показаться забавой, но связано с спиритизмом. Некоторые подростки увлекаются досками для гадания и картами для предсказания будущего. Но я знаю, что это плохо. Также есть разные шоу про вампиров. Далее так. Мы на стороне его врагов. И что чувствует Иегова? Иегову это очень огорчает. Да, он хочет быть нашим другом. Друг это тот, с кем у тебя много общего, и кому ты можешь доверять. Бог смотрит на нас, как на своих друзей, если нам нравится то, что нравится ему, и ненавидим то, что ненавидит он. Что ты теперь думаешь? Должна ли ты читать книгу?
Нет, потому что я не хочу огорчать Иегову и дружить с теми, кого он ненавидит. Я верну завтра книгу однокласснице и скажу, что не буду ее больше читать. Можно мы потренируемся, что я буду говорить? Ты тогда будешь моей подружкой. Молодец. Спасибо большое, сестра Майлз и сестра Вика. Спасибо большое тоже за помощь. И сестра Майлз была очень прекрасный диалог сегодня. Твое рассуждение с ней было очень подходящее для того, когда мать рассуждает с ребенком. So your reasoning with her was very appropriate, just like how a mother would do with a child. That was very nice. Тоже твое чтение было очень прекрасно тоже. В нашем учебнике на странице 84 грамотное чтение. Мы видим, здесь говорится о знаки препинания и как они важны, когда мы читаем. Здесь говорится, что если прочитать текст с неправильной интонацией, то можно, например, превратить вопрос в утверждение, а то и вовсе изменить смысл. Это когда мы не изменяем интонации, когда здесь знаки препинания. So again, I want to draw attention to the fact you applied very well. It was in the lesson about accurate reading on page 84. Because it pointed out about how punctuation can actually affect the understanding of a verse. So we need to pay attention to punctuation. И те, кто сделал очень хорошо в нашем чтении Второзаконие 18 стихи 10. Ты был внимателен, например, за пятые. So you were, for instance, in Deuteronomy, you were very attentive to there was the, how do you say, comments. We need to slow down and pause briefly for each of those comments. And it really gives more meaning to the scripture. It's easy to follow along as you're reading. It wasn't just one long list of words, but it was a meaningful list of things we need to watch out for. So it was very nice. So спасибо большое за это чтение, очень ясно было, и диалог тоже спасибо. Хорошо, мы продолжим. У нас есть наш